Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова. И вот главные темы этого выпуска. Строительство дороги продолжается. Сроки в поселке Подсолнухи снова перенесли. Изучить основы исламской религии и научиться правильно читать Коран. Во всех мечетях города возобновляются субботние и воскресные курсы. Помочь и спасти. 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Как обстоят дела в одном из приютов города? Тренировки от профессионалов. Бывшие участники сборной России по футболу провели мастер-класс для челнинцев. Дорога по-прежнему не готова. Жители Тукаевского района вновь бьют тревогу. Открытие движения на центральной улице поселка Подсолнухи, которое обещали еще в сентябре, снова перенесли. С чем это связано, узнала Лилия Гатина. Обещанного 3 года ждут. Именно так говорят местные жители о строительстве дороги в Подсолнухах. Ремонтные работы должны были завершить еще в конце сентября. Однако сроки снова сдвигаются. Но на этот раз из-за республики, потому что власти выделили Тукаевскому району дополнительные 120 миллионов рублей. Деньги должны пойти на верхний слой асфальтобетона и дорожную инфраструктуру. Справиться с работами подрядчик должен на этот раз уже до конца октября 2021 года. Дорогу в микрорайоне для многодетных семей планировали открыть еще к началу осени, но только с нижним слоем асфальтобетона. Сентябрь уже прошел, а движение до сих пор не открыто. И такая ситуация местных жителей не устраивает. Погода ухудшается, скоро начнутся дожди, а это значит, сельчанам снова придется преодолевать полосу препятствий, добираясь до магазинов, садиков и школ. Все устали. Здесь пожарные сколько не могли доехать, уже были случаи, когда и дома горели, скорой помощи не могли доехать. Вот. Особенно детей, которых каждый день надо в школу возить, а вот сейчас будет слякоть, начнется грязь. Мы считаем, параллельно, наверное, можно эти работы как-то вести, в том числе и съезды оборудовать, и второй слой ложить. Мы вот на погоду только и надеемся, как древние люди. Погода хорошая, живем. Погода плохая, значит, все, нам сложно. Транспорта нет, только, например, на нашу семью одна машина, один внедорожник, постоянно на ремонте. Идут суды постоянные, потому что постоянно хотят отложить нам на 22-й год, на 25-й, ну и так далее. Кроме того, местные жители сомневаются и в честности проведенного тендера. Мы хотим, чтобы проверили, почему именно этому подрядчику дали тендер, потому что вот сейчас в отношении опытного заявления о банкротстве это вообще не положено. Не должно такого быть. Поэтому мы хотим, чтобы все-таки проверили законность, как выиграл тендер этот подрядчик. Да. Поэтому хотим и обратиться в антимонопольную службу УФАС. Заявление готово, на днях мы уже его отправим. Мы обратились в администрацию Тукаевского района с вопросом о финансировании дороги и сроках сдачи объекта. Пока ждем официального ответа. Лилия Гатина, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. Массовое ДТП произошло в Набережных Челнах. Накануне в 17:30 на проспекте Набережно-Челнинский столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 въехал в Kia Rio под управлением 37-летнего челнинца. Иномарка по инерции столкнулась с другой отечественной легковушкой, за рулем которой находился 22-летний водитель. В результате ДТП пострадали 2 пассажирки Kia Rio 33 и 67 лет. Обеих доставили в БСМП. К другим темам. В Набережных Челнах 6 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе исполкома города. Будут запущены громкоговорители и системы речевого оповещения с текстом «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения». В Набережных Челнах сирены обычно включают на таких крупных предприятиях, как Нижнекамская ГЭС, КАМАЗ, Набережно-Челнинская ТЭЦ, а также на жилых домах. Ремонт на бульваре энтузиастов близится к финалу. Работы здесь начались еще 10 августа. За 1,5 месяца отремонтировали и покрасили все скамейки, привели в порядок таблички, произвели демонтаж и монтаж брусчатки, заменили разбитые плитки у фонтанов на новые. После окончания бульвара энтузиастов мы приступим к территории возле М105. Там такие же работы будем производить, то есть ремонт брусчатки и ремонт скамеек также. С октября во всех мечетях города возобновляются субботние и воскресные курсы. На занятиях будут обучать основам исламской религии и правильному чтению Корана. Кроме того, в медресе стартуют вечерние и заочные занятия. Это для тех, кто целенаправленно хочет изучать религию и получить диплом. Подробнее далее.
Каждая арабская буква должна правильно произноситься. Малейшая ошибка и значение слова изменится. А чтение священного Корана с ошибкой недопустимо. У первокурсников очного отделения медресе прошел всего месяц с начала обучения. Но за это время они уже добились успехов. Мухаммад Али Адьмухаметов приехал из Башкортостана. По словам юноши, теперь он может читать Коран, пусть и медленно. Я пришел сюда учиться, потому что тут хорошо обучают. И за 1 месяц я усвоил много чего, о чем даже думать не мог. И тут очень хорошая обстановка. Научное отделение в медресе принимает учеников, закончивших 9 и 11 классы. Поступившим студентам предстоит пройти 3 года обучения. Здесь они не только получают знания, но и живут. В медресе пришел из-за того, что мои родители тоже учились в медресе. У меня была все равно цель жизни поступить в медресе. Уже сегодня в медресе стартуют занятия заочного отделения для мужчин. Завтра впервые за парты сядут женщины. Обучение ведется отдельно, рассчитано на 4 года. Кроме того, на учебу приглашают и школьников. В прошлом году мы начали обучать еще старшеклассников после 9 класса, 10-11 классов учащихся принимаем. Они вечером обучаются после школы. И я хотел бы обращаться особо родителям. Надо дать хорошее воспитание детям. Для тех, кто хочет изучить основы религии, организуют курсы. Они будут проходить по выходным. В течение месяца октября будем формировать все эти группы, новые группы. Старые группы, те, которые 2-й, 3-й год, их дополнять. Иншаллах, это будет процесс проходить, наверное, в течение все-таки месяца октября. Уж потом непосредственно начнем к обучению. Если раньше на обучение чаще приходили люди старшего поколения, то теперь много и молодежи, отмечает Альфаз Хазрат. Записаться на курсы можно в мечетях города. Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. С 6 по 8 октября в ВЦ «Экспокама» выставка шуб «Город Пятигорск». Норка, мутон, дубленки, кожаные куртки. Акция «Сдай старую шубу и получи до 10 тысяч рублей при покупке новой». Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 13% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ, и мы продолжаем. 4 октября во всем мире отмечается День защиты животных. Эта дата была учреждена на Международном конгрессе, проходившем в 1931 году в итальянской Флоренции. Праздник призван обратить внимание человечества на проблемы фауны планеты. Одними из тех, кто занимается спасением братьев наших меньших, являются волонтеры. Приюту Азира 9 лет. Сегодня здесь проживают около 150 собак и 14 кошек, которые ждут своего хозяина. Эту собаку зовут Дружок. Он попал в приют Азира около 3 месяцев назад. Его обнаружили в тяжелом состоянии. На морде были многочисленные рваные раны. Вероятнее всего, он подрался с другими собаками. А сейчас же, после тяжелых операций, это абсолютно дружелюбная, ласковая и жизнерадостная собака, которая ищет новую семью. У каждого питомца своя история, порой трагичная и жестокая, но благодаря неравнодушию и состраданию волонтеров все собаки начинают новую жизнь. Вот, например, Бой. Несколько месяцев назад его переехал трамвай. Тысячи челнинцев помогли хвостатому спасти жизнь. А тут позвоночник пополам сломанный был. Соединяли позвоночник. И мы с ним поехали в Казань. В Казани врач, нейрохирург, посмотрел, сказал, говорит, мы такие операции делаем. И весь курс операций с лечением обошлось 85 тысяч на эту собаку. Быть волонтером в приюте для бездомных животных – огромный труд. Собак нужно не только кормить и убирать за ними. Питомцев приходится лечить и приучать к общению с людьми, обеспечивать их вниманием и заботой и, конечно, пристраивать и продолжать общение с новыми хозяевами. У нас нет цели раздать животных. У нас есть цель
пристроить животное в хорошую семью. Потому что у нас есть ряд там контрольных вопросов, их около 15. Если нас не устраивает какой-то ответ на этот контрольный вопрос, мы просто не отдаем. Мы не отдаем на съемные квартиры никогда, если пристраиваем в квартиру. Мы стараемся не отдавать, скажем так, на базу. Благодаря ежедневной кропотливой работе волонтеров в свой дом обрели более 3000 питомцев. Но если нет возможности взять собаку в свой дом, приюту можно помочь кормом, оказать физическую или финансовую поддержку. В День защиты животных или в любой другой сделать доброе дело и внести свой вклад в защиту братьев наших меньших. Валерия Новожилова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Полный зал зрителей, шквал эмоций и аплодисментов. Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова открыл свой 32-й театральный сезон. 1, 2 и 3 октября для челнинских зрителей труппа подготовила премьеру по пьесе Фахти Бурнаш «Молодые сердца». До начала комедии «Молодые сердца» ведущие артисты театра подготовили сюрприз для челнинского зрителя. Они показали небольшую шуточную постановку о предстоящих спектаклях. Также на открытии сезона представили выставку Лейсан Галимовой «Художественный взгляд на историю татарского народа». Здесь представлены от булгарских времен до татарских времен. То есть вот сейчас, можно сказать, их путь, их переживания татарского народа, их судьба, то есть изображены на этих холстах. По моему мнению, что они переживали, как они жили. 32-й сезон открылся с премьеры по пьесе Фатхи Бурнаша «Еш Юреклер». Комедия сопровождалась живой музыкой. По сценарию деревенская красавица Сарби полюбила скромного и веселого Хайреддина, но его, как и других молодых парней, забрали на фронт. Сарби и другие девушки остаются ждать возлюбленных, но не всем суждено их дождаться. Возвращаясь с войны, Хайреддин узнает, что его невесту украли и собираются выдать замуж, но парень успевает вовремя, и молодые сердца снова воссоединяются. Здесь у нас живое исполнение, живой оркестр. Это как актеру, это так приятно. Я сама не могу передать эти ощущения. Я до сих пор пока не понимаю. Это так хорошо, это так прекрасно. И, конечно же, участие в этом спектакле – это, так скажем, такой праздник для меня. Хайреддин – деревенский парнишка лет 16-17, очень добрый, такой целеустремленный. И во время репетиции таких сложностей я не встретил. Премьера собрала полный зал, а челнинцы встречали актеров аплодисментами. Пьеса о молодых сердцах, где большое количество молодых. И, соответственно, рассказывается какая-то история о том, что в их жизни тоже будут некие перемены. Поэтому это такой чисто символический ход. В планах труппы поставить спектакль «Короля Лира» по Уильяму Шекспиру и «Палату номер 6» по Антону Чехову. Обе постановки можно будет увидеть после Нового года. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Стартовал 7-й регулярный сезон первенства высшей хоккейной лиги. В этом году за звание лучших поборются 5 команд. Красноярские «Рыси», «Динамо Алтай», «Кристалл», «Чебоксары» и, конечно же, хоккейный клуб «Челны». В этом сезоне наша команда серьезно обновилась. Из прошлогоднего состава осталось 12 человек. Сегодня в хоккейном клубе «Челны» 31 игрок, 17 нападающих, 11 защитников, 3 вратаря. На прошлой неделе выбрали капитана. Им стал нападающий Константин Калинин. Перед командой стоит задача минимум – попасть в плей-офф. В регулярном сезоне играть будут сериями по 4 матча подряд. В феврале определится четверка, которая продолжит борьбу в плей-офф. Уже буквально в эти выходные клуб проведет свои первые выездные встречи с командой «Динамо Алтай» в Барнауле. Игры будут проходить 2, 3, 5, 6 октября. А первые домашние игры пройдут 16, 17, 20, 21 октября, соответственно, в Ледовом дворце хоккейным клубом «Чебоксары» из одноименного города.
Автопробег «Наши парни» добрался до набережных Челнов. За 5 дней автобус сборной России с бывшими футболистами Денияром Белелединовым, Русланом Пименовым, Дмитрием Сычевым и Дмитрием Хлестовым объедет 6 городов Республики Татарстан. В каждом из них спортсмены проведут уроки футбола. Как прошла тренировка в набережных Челнах, в сюжете Руслана Бекмухаметова. За 5 дней автобус сборной России преодолеет примерно 800 километров. В мастер-классах от знаменитых футболистов примут участие около 1800 детей разного возраста. Сегодня команда посетит набережные Челны и Нижнекамск. За 40 минут профессионалы поделятся с юными спортсменами секретами успешной игры. Очень просто, надо их влюбить в футбол, чтобы не балдели и не занимались другими делами, а занимались именно футболом. То есть нужно вовлечь в процесс, чтобы они делали упражнения не просто так, а для чего-то. То есть надо все делать чуть-чуть быстрее, потому что на поле уже футбол быстрый. С таким количеством впервые, кстати, но в целом мы понимаем, что надо делать, и как с ребятами общаться уже, опыт есть. Вообще приятно удивлен, тут так все уютно сделано. Я первый раз, если честно, в набережных Челнах. Я жил в Татарстане 2 года, но до сюда не добирался. Очень понравилось. Мы вчера и по проспекту тут успели проехать. Прикольно. В тренировке приняли участие более 100 юных челнинцев, от младшеклассников до выпускников старшей школы. Они все занимаются футболом не 1 год. Встреча с профессиональными игроками – это дополнительный заряд для покорения новых вершин, говорят спортсмены. Футбол почему тебе нравится? Потому что это клёвый вид спорта. Чемпиону России по футболу. А вот такие вот тренировки с футболистами знаменитыми, как тебе? Да. Нравится тебе? А вот как думаешь, кем ты станешь в будущем? С футболом связан? Мы рады приветствовать вас. Кем хочешь стать? Футболистом. Нам очень лестно, что наверное, в сборную России попасть. и мы только Для меня это самый лучший спорт. вы достигнете больших высот. А кем хочешь стать в будущем? Тоже, наверное, попасть в сборную? Либо тренером, либо сборной России. А как тебе вот такие тренировки, когда профессиональные футболисты приезжают? Нравится? Да. Дорогие друзья, Как думаешь, научат чему-нибудь? Экс-футболисты сборной России отмечают, что подобные мероприятия помогают вырастить профессионалов. Но одной встречи недостаточно, прививать любовь к спорту надо с малых лет. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса, это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке.